Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Туркменистан пригласил Словению на празднование 30-летия своего нейтралитета. В Ашхабаде состоялся совместный туркмено-американский концерт. Туркменистан и Швейцария намерены укреплять сотрудничество в экономике и экологии и другие новости. Посол Туркменистана Эсен Айдогдыев и государственный секретарь Словении Марко Штуцин обсудили перспективы расширения партнерства между двумя странами в политической, торговой, экономической и культурно-гуманитарной сферах. В ходе переговоров в Любляне стороны выразили взаимную заинтересованность в активизации политических контактов, в том числе договорились о проведении двусторонних встреч на площадках международных организаций. Во дворце Мукамов Государственного культурного центра Туркменистана прошел масштабный совместный концерт американских и туркменских артистов, объединивший бродвейские мюзиклы и произведения классика туркменской поэзии Махтумкули Фраги. В концерте приняли участие американские артисты Кейт Басс, Аарон Янг и Ричард Стайгнер, выступившие вместе с Государственным симфоническим оркестром Туркменистана под управлением Расула Клычева и солистами государственного хора страны. Программа включала как известные композиции из бродвейских мюзиклов и диснеевских мультфильмов, так и оригинальные интерпретации произведений Махтумкули Фраги. В Федеральном управлении иностранных дел Швейцарии состоялась встреча посла Туркменистана Вепа Хаджиева со специальным советником государственного секретаря Аней Зобрист. В ходе беседы было рассмотрено текущее состояние двусторонних отношений между Туркменистаном и Швейцарией, политическое сотрудничество, совершенствование нормативно-правовой базы сотрудничества и партнерство в рамках многосторонних платформ. Международный журнал Diplomatic World в этом году подготовит специальный номер, посвященный Туркменистану. Об этом договорились при встрече посол Туркменистана в Бельгии Сапар Пальванов и основатель Института Diplomatic World Барбара Дитрих. Специальный номер журнала расскажет читателям о ключевых событиях, инициативах и достижениях Туркменистана в области укрепления мира, продвижения добрососедских отношений и взаимодействия с мировым сообществом. Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Москву с официальным визитом. В ходе визита Пезешкиан проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным, по итогам которых планируется подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. Предстоящая встреча станет третьей для лидеров двух государств. Ранее Путин и Пезешкиан уже встречались дважды в октябре прошлого года на международном форуме в Ашхабаде и саммите БРИКС в Казани. Федерация футбола Туркменистана провела онлайн-переговоры с представителями Португальской футбольной федерации по вопросам развития программ подготовки молодых игроков и поиска талантов. Стороны договорились продолжить двусторонний диалог для дальнейшей проработки перспективных направлений сотрудничества в сфере молодежного футбола. Грузинский футболист Хвича Кварацхелия записал прощальное видеообращение к болельщикам итальянского Наполи перед переходом во французский Пари Сен-Жермен. Ранее СМИ сообщили, что Кварацхелия перейдет за 70 миллионов евро из итальянского Наполи в ПСЖ. Контракт будет рассчитан до июня 2029 года. Зарплата 23-летнего футболиста составит 9 миллионов евро в год плюс 2 миллиона в качестве бонусов. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.